Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Ушара. Сейчас я расскажу вам коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Минпрос Абхазии получит третью партию учебников из России для учащихся 8 и 9 классов. Благотворительный фонд «Баракят» открыл сбор средств в помощь 5 семьям, пострадавших при пожаре в Сухуме 14 августа. По поручению президента Абхазии Аслана Бжаня министр иностранных дел Инал Арзанба совершил рабочую поездку в Ачамчирский, Галский и Ткварчалский районы. Инал Арзанба посетил новые туристические объекты Ачамчиры, пообщался с российскими туристами и побывал на государственной границе Ингур. Кроме того, глава МИД провел встречи с активами и общественностью районов. Главная тема состоявшихся встреч – обсуждение результатов работы, международной повестки и актуальных аспектов абхазо-российских отношений. 22 августа на полигоне Нагвалоу пройдет тактика специальное учение по подготовке видов и родов войск. Цель занятий – повышение полевой выучки и согласование действий при выполнении боевых задач. Минпрос Абхазии получит третью партию учебников из России для учащихся 8 и 9 классов. В ближайшее время они будут доставлены в республику. На этот раз Министерство просвещения получит учебники по русскому языку и литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории. Все книги будут распределены по школам республики. Все детали у Сарии Кварацхеля. Министерство просвещения России передало Минпросу Абхазии третью партию учебников для учащихся 8-9 классов. На этот раз Министерство просвещения Абхазии получит 32 748 учебников по русскому языку и литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории. Конечно же, все школы будут участвовать в этом проекте. Мы раздадим это во всей республике. Каждый библиотекарь и директор будет ответственен за сохранение данного материала учебного. Все учебники будут проштампованы печатью школы. И сейчас начнутся тоже проверки по наличию тех учебников, которые мы выдали ранее, по их сохранности. Ответственность родителей перед министерством и школой обернуть эти учебники, и передавать следующим классам, следующим поколениям. На сегодняшний день идет подготовка документов для транспортировки гуманитарного груза. И уже в начале сентября Министерство просвещения будет готово передать книги в образовательные учреждения республики. До этого, как вы знаете, последние 30 лет нехватка была очень серьезная. То есть родители своими силами покупали учебники. И сейчас, на данный момент, благодаря поддержке Российской Федерации и нашего руководства, более 90% оснащения школ учебной литературой. Есть нехватка, где, дети с каждым годом могут увеличивать контингент школы, если первый класс добавляется новые, вместо 4 классов открывается дополнительный 5, или появляются дети, которые переходят из других школ, то есть для них, возможно, какая-то есть сложность в этом, но мы это тоже предусмотрим, и в следующих партиях мы как раз на этом делать будем акцент. По заказу Министерства просвещения Абхазии в прошлом году было издано 27 550 экземпляров учебной литературы, рабочих тетрадей и прописей. Из них 23 550 на абхазском языке. Благодаря помощи российского правительства, содействию руководства Абхазии в конце декабря 2021 года Министерство получило и осуществило доставку 161 556 экземпляров учебной литературы для 1-7 классов. Общая стоимость книг составляет 62 миллиона рублей. В перечень литературы входит 71 наименование по 17 предметам. Также мы, когда я сейчас был в Москве, на прошлой неделе обсудили возможность и проработали дополнение тех же учебников, которые уже завезены, потому что он изнашивается, с каждым годом, есть какая-то нехватка, поэтому этот процент мы тоже будем заполнять. И, конечно же, выражаю благодарность нашим коллегам в России еще раз за то, что они отреагировали на наш запрос, и всецело нам помогают.
Все книги переиздаются Министерством просвещения и реализуются бесплатно в соответствии с заявками районных управлений и отделов образования Абхазии. Сария Кварацхеля, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Министерство здравоохранения передало современный автомобиль скорой медицинской помощи Ритинскому реликтовому национальному парку, что позволит качественно улучшить оказание медпомощи местным гражданам и туристам в случае чрезвычайных происшествий. Машина оснащена обширным медицинским оборудованием интенсивной терапии, большими баллонами кислорода. Поэтому наряду с экстренным спасением автомобиль также подходит для запланированных транспортировок тяжелобольных пациентов. Благотворительный фонд «Баракят» открыл сбор средств в помощь 5 семьям, пострадавшим при пожаре в Сухуми 14 августа. Планирует собрать 1,5 миллиона рублей. Кроме того, сотрудники фонда обращаются к предпринимателям республики с призывом оказать погорельцам посильную помощь. Репортаж Лауры Капш. Абхазия, объединяйся. Под таким постом благотворительный фонд «Баракят» открыл сбор в помощь 5 семьям, пострадавшим при пожаре, который произошел 14 августа в Сухуми по улице Акертава. В тот день произошел крупный пожар. Загорелось несколько домов. На момент прибытия пожарных горела кровля. Пламя перекидывалось на другие строения. Стремительному распространению огня способствовало то, что перекрытия загоревшихся домов были деревянными, а стены отделаны дранкой. К тому же район пожара был плотно застроен. Огонь тушили 6 пожарных расчетов из Сухума, Гулрипша и Очимчиры. К месту происшествия прибыли также спасатели и медики МЧС. При тушении огня в одном из захваченных пламенем домов сдетонировали пиротехнические изделия, что в свою очередь привело к еще большему распространению огня. Однако усилиями пожарных пламя было локализовано и потушено. В результате пожара 4 дома сгорели полностью, 2 строения повреждены частично. В пожаре пострадали семьи Ходжава, Шоня, Гвициня, 2 семьи Жиба. Семья Ходжава здесь живет с 2017 года. В семье 4 детей. Из-за пожара они остались без крыши над головой и ютятся у родственников. Вот это наш дом, получается. Вот и эту половинку мы купили вот после Нового года. Выкупили, немножко расширились. Пожар начался с соседнего дома. И как-то быстро-быстро все по крышам перекинулось. Мы, получается, успели только, мы спали с ребенком, день это был. И, ничего не успели мы взять. Ни документы, ни вещи, ничего. Вот ребенок голенькая спала, она полотенце ее завернула и убежали. И мы вот босиком с малышом выбежали через других соседей. Здесь невозможно было пробежать, такой жар стоял. Вот. Где вы сейчас находитесь? Мы у родственников, то у одних, то у других, потому что семья большая, нас много. Вот Баракят за нас взялся, и все. И люди добрые нам помогают вещами. Очень много слышим слов поддержки, за это тоже спасибо людям большое. Сбор был открыт 20 августа, и за это время уже удалось собрать 209 тысяч рублей. Общая сумма сбора – 1,5 миллиона рублей. Все собранные средства будут распределены среди пострадавших для восстановления их домов. Также в обращении мы призвали строительные магазины, цеха пластиковых окон, лесобазы, обратились к ним в обращении, чтобы они оказали посильную для них помощь. Со вчерашнего дня откликнулось 3 цеха пластиковых окон, то есть касаемо окон вопрос закрыт, они полностью возьмут на себя эти обязательства, установят пластиковые окна. Также отозвалась одна компания, которая устанавливает натяжные потолки, они взяли на себя 1 семью. И, пользуясь случаем, конечно же, хотелось бы обратиться ко всем предпринимателям Абхазии, к магазинам строительным. Я думаю, каждый понимает, что здесь понадобится электрика, сантехника, шпаклевка, цемент, все, что нужно. И призываем всех вложить свой посильный вклад в это благое дело. Также среди пострадавших есть 2 многодетные семьи, которые остались совершенно без вещей. Новоафонский монастырь соберет и оденет детей в школу, а благотворительная организация «Кераз» предоставит канцелярию. Если каждый магазин пригласит к себе по 1 ребенку, оденет его, потому что у них совершенно ничего нет, было бы вообще замечательно. Еще такое же обращение, нужно вывозить мусор. Для этого требуется техника.
Сейчас у них нет возможности платить за эту технику. Если просто по одному рейсу каждый от себя сделает отсюда, помогая вывести мусор, то это все будет быстрее намного и людям будет легче. То есть мы призываем всю Абхазию объединиться. Каждый, думаю, найдет, чем он может помочь и чем он может быть полезен в этой ситуации. Мы сами намеренно выстроили работу так, чтобы каждый человек видел, сколько собралось в помощь ему, и каждый сам покупал и знал, за сколько он купил, сколько он чего купил. То есть мы в этом процессе не участвуем. Стоит отметить, что благотворительный фонд «Баракят» уже с декабря месяца оказывает помощь погорельцам. Наша организация взяла эту сферу, именно пожары, погорельцы, с декабря месяца. С декабря месяца нам удалось провести 8 сборов для погорельцев. Общая сумма была собрана 1 806 000 рублей. Также хочу отметить, что государство сегодня очень хорошо участвует. Мы понимаем, что там каждой семье невозможно выплатить полностью весь ущерб, который они понесли. Но сегодня у нас вот несколько проектов получилось так, что государство выделило, мы собрали какую-то сумму, и люди сегодня уже живут в своих домах. Кто-то восстанавливает, кто-то живет. Помочь погорельцам можно, перечислив деньги на карту Сбербанка, которую вы видите сейчас на экранах. Всю отчетность по поступлениям вы можете увидеть на странице «Баракят» в Инстаграме. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Селимгудзерху начал работу экологический форум для детей и участников экологических клубов республики, который продлится до 24 августа, сообщает общественная организация Абсабара. В форуме примут участие педагоги и участники 10 детских экологических клубов. Они получат возможность обменяться опытом и знаниями по вопросам сохранения окружающей среды, экологического образования и экологического воспитания. В программе форума лекции, дискуссии, экологический квиз, квест и учебная экскурсия на природу. 22 и 23 августа в Абхазском молодежном театре состоятся премьерные показы спектакля «Кровавая свадьба» в постановке заслуженного артиста Северной Осетии Гиви Валиева. Знаменитая пьеса Фредерико Гарсия Лорки «Кровавая свадьба», в центре сюжета которой андалузская свадьба, а главный персонаж – любовь как мотив, как движущая сила, как оправдание и как назначение человека. Бытовая история отложенной свадьбы, в которую вмешалась отложенная героями любовь, обросла массой пророчеств и легенд и превратилась в культовую историю. Пронизанная настоящим испанским колоритом, наполненная страстью и символическими образами, оно как нельзя лучше передает трагическое ощущение любви, идущее вразрез с общественной моралью. 22 августа в Абхазской государственной филармонии состоится концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель». Известный во всем мире коллектив порадует зрителей насыщенной программой. Выступление приурочено к 15-летию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Начало в 19:00. Вход свободный. В Сухуми прошел 3-й международный турнир по боксу памяти мастера спорта Абхазии Айнара Квициня, в котором приняли участие 34 боксера из всех городов и районов Абхазии, а также спортсмены из Сочи и Москвы. По итогам турнира первые места заняли Владислав Скуа, Давид Язиджан, Эраст Хиба, Сандро Харчилава, Рамзадин Рахматов, Баграт Цурцумия, Анри Зардания, Аслан Чежия, Инал Хурхумал, Айнар Малия, Арсений Джидарян, Данил Дагузия, Данил Харазия, Дауд Хагуш, Данил Квициния, Леон Лагвилава. Главный судья турнира Батал Чежия. Специальными призами были награждены лучший боксер турнира Леон Лагвилава, за лучшую технику Владислав Цкуа. Кубок в весовой категории Айнара Квициния был вручен Айнару Малия. За волю к победе был награжден Максим Кутуев из Сочи. Специальный приз от организаторов турнира получил Ливан Басария из Москвы. Приз от Олимпийского комитета вручили Дауту Хагуш. Айнар Квициня – мастер спорта по боксу, воспитанник школы бокса Сухума и Подольска, многократный победитель всероссийских и международных турниров, неоднократный чемпион Абхазии по боксу. Айнар Квициня был убит 12 июля 2019 года. Ему было 23 года. В завершении выпуска расскажем о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 22 августа, на территории Абхазии ночью и утром местами возможна гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.